Всем доброе утро, Саранск, Мордовия, правильно же, Мордовия, едем на загрузку. В общем, всем привет, друзья. Только разгрузился, привез с Улан-Удэ, я этот рейс не записывал. Улан-Удэ, Стальмост, тут получается эстакаду строят, дорогу. И, в общем, туда запчасти от моста, грубо говоря, привез. Саранску привет, саранчанам привет. В общем, я тут по центру что-то кружу. Блин, тут сейчас гаишники так на меня подозрительно стояли, смотрели. Ну, не тронули. Я лицо, каменное лицо сделал, проехал. Вот мне сейчас показывают направо. Ну, блин, там есть грузовым запрещено, нет? Вроде нет. О, фура стоит, я вижу. Фура стоит. Так что вот. Обратный рейс я не записывал. Хотя там приколов тоже хватало на самом деле. И в Кемерово, на Кемеровских горках я сколько там 9 часов простоял. Снегопадище, потом в этом гололедище, аварий столько. Ну, в общем, ну, кто телеграм-канал подписан, те знают, в курсе. Вот, я там публикую ролики-то коротенькие. Грузимся на Якутск. Все нормально, в принципе. Все окей, терпимо. Обратно я с Улан-Удэ быстро достаточно прилетел. Скользковато, конечно, всю дорогу было. Блин, там вообще, конечно, это... что Иркутская область, что Красноярск, что Уфа, Самара. В общем, гололеда, блин, натерпелся прямо по самое не балуй. Ой, блин. Ой, блядь, ветки низкие. Господи, тут еще эти троллейбусные низкие. Едешь, думаешь, блин, провод висит, и я его объезжаю. Машинки маленькие едут сзади, наверное, думают, что я делаю. Так, подожди, мне надо налево поворачивать, поэтому левый ряд возьмем. Как-то так, в общем. Ладно, ребята, едем грузиться. Еще раз Саранску привет. Поехали. Так, ребят, ну что, грузиться начали, наконец-то. Сэндвич-панели. В общем, общий тоннаж у нас будет где-то 13 тонн, сказали, 12. Грубо говоря, легкий поедем, но у нас груз будет полностью всего вдоль всего кузова распределен, поэтому... Ну, общий тоннаж, то, что у нас легкие будем, так что я не думаю, что проблем будет на перевалах. Проскочим. Сейчас загрузят. Потом я ремнями сверху стяну, притяну их пачки к полу. Ну, по одному на пачку, в принципе, нормально. И все. И будем выезжать отсюда. Сейчас покурю. Так что, ребята, запасайтесь попкорном. Не знаю там чем. Чипсами. Кто покрепче, пиво, фисташки, орешки, кто чай, кто кофе. Приятного просмотра. А мы грузимся. Так что частей, наверное, много будет. Почти загрузился. Я думаю, что здесь тепло. Оказывается, смотрите, какие штуки. Получается, газ подходит. Вон выхлоп выходит там. И вот там, я так понимаю. Или это может подача воздуха. И она, получается, нагревается и дает тепло. Круто. Первый раз такое вижу обогревание. Как называется? Шванг. Название. И тут вообще реально тепло. Все тает. Я им тут... Ну и до меня тоже здесь, конечно, машина грузилась. Разгружалась. Грязно.
Короче, вообще легкий поеду. Говорят, тонн 12 будет, но они точно тоже не знают. Никто не взвешивал их. Тут считаю, ну что это, вата, она весит-то немного, но их... Сейчас ремнями мне перекинут. Я уже подготовил трещотки. Стягиваю, зашториваюсь и все. И поедем. Так, ребят. Сейчас настрою. Ну что ж. Поплутал я немножко тут по Саранску. Выезжаем из города. Так, мы на Ульяновск идем. Он нас ведет через Чебоксары. В общем, я забил... Так, секунду, сейчас, подождите. Проедем. Все, ребята. Сейчас еще немножко и выезжаем на трассу. Саранск-Ульяновск. Как вам теперь без ламбрикенов? Подскажите, пожалуйста, как вам? Пишите в комментариях. Я теперь, знаете, чувствую себя, как будто я в аквариуме еду. Вот этого не видно было, кстати, грязи. То, что дворники не достают. Теперь вот, честно говоря, как-то неуютно. Едешь как в аквариуме. Ну, посмотрим. Жду ваших комментариев, как вам такой вариант. В общем, ладно. Маршрут у нас Саранск-Якутск начинается. Как я и говорил, запасайтесь пивком. Кто покрепче, кто чаек, кто кофеек. Усаживайтесь поудобнее. Начинается наше путешествие наше. 7900 где-то километров. Ну, плюс-минус он там все равно чуть-чуть где-то срезает. Каким-то маршрутом ведет. Будем считать 8000 километров. Сейчас у меня тут, я же каждый месяц скидываю, 9972 километра. Ну, будем округлим 10 тысяч. Запомнить надо эту цифру. В общем, по спидометру еще я потом проверю, как это, сколько километров. В общем, 8000 км. Не знаю, сколько будем идти до Якутска, до Бестяха. Там, кстати, я поставил точку до Бестяха. Еще через переправу километров 20. Ну, как раз таки, да, это вот нормально. Там 8 с чем-то будет. Так что вот, ладно. Все, в добрый путь. Позже включимся. Не знаю где. До Уфы-то я сегодня не дойду. Что-то, по-моему, 800 километров, что ли, с копейками. Домой охота попасть, постираться, помыться. В общем, все дела сделать и поехать дальше. Но я сегодня не успею, потому что уже 5 часов по Уфе. Значит, будем ночевать где-то на дороге. Ну, в плане на стоянке. Сейчас до Ульяновска, потом до Сызрани. Постараюсь на пятерку выйду и там где-нибудь будем ночевать на пятерке. Посмотрим, сколько сегодня пройду, потому что я тоже сюда ехал-то из-за... Рейс-то сюда, который я приехал, я не записывал. Немного от графика отстал, потому что на Кемеровских горках там висел и 10 часов или 9 часов, в общем, отстояли там. Подняться не могли. Поэтому нагонял, я спал мало. И сегодня целый день, считай, разгрузился. Поехал сразу на загрузку, толком не спал. Не знаю, сколько я сегодня протяну. Ну, надо поближе к Уфе. Наверное, завтра я приеду в Уфу и переночую все равно в Уфе. И сегодня у нас понедельник. Просились дату же говорить. Так, сегодня у нас 17 февраля. Так, подожди-ка, Ульяновск налево, да? Налево же, подожди. Че он меня каким-то бляха-муха ведет? Да, вот сейчас налево нам на этом... на кольце. Сбился с мысли-то. Что я хотел сказать?
Ну, в общем, все. Долго не будем записывать. Поехали. Все нормально. Спать хочу, правда, вот что. И есть хочу. Так, здесь мы что? Мы здесь уступаем. Кольцо. Так, вот здесь я проезжал, я прямо проехал. Сейчас отсюда выехал. Я вот туда поехал, в город. Ну, на разгрузку. По тоннажу никто мне толком не сказал, потому что они сами не знают. Ну, говорят, ну, примерно 10-12 тонн. В общем, плюс-минус. По ощущениям, да хрен его знает. Ну, где-то так же примерно. Ну, десятка есть точно. Так что посмотрим, как мы там по гололеду будем ехать. Ладно, все, добрый путь. Так, ребят, доброе утро. Доброе. Так, Самару пройдена, Самара. Шагаем дальше. Что-то тут случилось, ДТП. Вроде мороз, все подмерзло. Сколько? Минус 17. Жесткое ДТП что-то тут показывает. Так, жесткое, да, ДТП. Что-то легковая вижу. Странно, да, подмерзло, не скользко. Но все равно люди бьются. Люди бьются все равно. Так, что-то у меня резкость не наводится. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три. 3 машины. Легковые причем. Полная остановка, ребята. Ё-моё. Так, ну что ж, сегодня план у нас до Уфы. Машину помою. Документы сдам. Да поеду домой, переночую. Постираюсь, помоюсь, в общем, как и говорил. И дальше двинем. Завтра уже с утречка, прямо часов в 7 утра, 6-7. Выдвинемся на Урал и дальше побежим. Все, в добрый путь, ребята, поехали. Работаем круглосуточно. Доброе утро, дамы и господа. Доброе и морозное, минус 22. Выехал с утра я с Уфы. Переночевал дома. Постирался, помылся. Вчера поздно лег. Сразу 2 ролика делал. Пока загрузил. Дома-то как хорошо, с Wi-Fi. Быстро загрузилось. Ну, на Дзен имеется в виду. На YouTube все равно там долго грузит. Вот, и этот поздновато лег и поздно встал, считаю. Вот, сколько уже? 9:30, грубо говоря. Я в 8 встал только, пока собрался. Считай, где-то 8:30 выехал. Сейчас еду. Пока едем по Башкирии. Скоро у нас Урал начнется. Морозец, хорошо, хоть все вымерзло. Асфальт чистый. Ну и я налегке иду тоже. С одной стороны хорошо, с другой стороны не очень. Зимой-то. Так, ну что. Сейчас едем до кафешки, как обычно. Завтракаем, обедаем, ужинаем сразу. Плотничком покушаю и будем шагать уже, не останавливаясь, подальше. Планирую сегодня за Курган, естественно. Там за Макушинское кольцо до Бердюшки.
добежать. Ну, или ближе к Бердюшке. Там же постоянно эти стоят. Где-нибудь там переночевать. А завтра у нас что? Завтра у нас Омск, естественно. Новосиб. Ближе к Кемерово. Там где-то будем уже. Ну, и такими будем. Потом Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Что еще? Ну, в принципе, все. Шагаем. Сейчас на Урале как классно. Легкий. Всех обгонять будем на подъемчиках. Кстати, по поводу Сима. Там же камера в конце подъема, когда на Челябинск идешь, там перед поворотом-то, потом еще дальше подъем идет. Там камера стояла и стоит. Она раньше не щелкала-то по поводу, там же по левой полосе-то нельзя грузовым. И сейчас штрафы стали приходить, я вот по рации слышал, поэтому... А там самое главное, и дорога убита по правой стороне. В конце как раз перед камерой, считай. Поэтому там аккуратнее. Перед камерой лучше по правой полосе ехать. А то придет штраф. Нехилый. Что имейте в виду, ребята. Так, окна у меня замерзли, зараза. Ладно, поехали. Так, ребята, идем по Уралу. Колейка собирается потихоньку. Сначала сейчас одного обогнали, коллегу. Че он не ехал, непонятно. На спуске держит, перед подъемом не разгоняется. Что-то где-то в 60 километров едет. Обошли, а сейчас теперь газелька с прицепом. Бедная газелька с прицепом. Ее, наверное, загрузили по самой небалуй. А еле поднимается. Вон она идет. С прицепом. Тараканит. Ай, блин. Так что как-то так. Сейчас у нас, по-моему, это Златоуст же, да, подъем. Урал. Большой, почти как фура, только маленький мотор. Да. Я задрочена газелька, вот такой вот коленкор. Ну ты стихоплет. Хуй нам кабанам, наебемся и валяемся. Ай, блин. Газельки. То носятся, блин, как угорелые, то не едут. Что это случилось? Стоит. Так, ладно, ребята, катим, работаем. В общем, сейчас главное нам выскочить на широкую, и там мы уже поедем. Сегодня однозначно за курган надо убежать. Ладно, не будем долго. Доброе утро. Бердюшка пройдена. Сейчас у нас Ишим. 54 до поворота. В принципе, ничего такого нету, поэтому я и не записываю. Экономлю время, чтобы было поменьше частей. По поводу, значит, ламбрикенов. Я, значит, в Телеграме сделал ролик, что вот ламбрикены убрал. И все, начали писать, зачем убрал, верни обратно, верни взад. Думаю, ё-моё, всем не угодишь. Ну, типа, довод такой, что с ламбрикенами все равно какой-то шарм свой есть. Уже за столько лет эти ламбрикены перед экраном, да, у вас мельтешат, уже привыкли. А тут получается все. Вот это только, наверное, мельтешит теперь. Но за счет того, что ламбрикен же был вот так вот, и на фоне темноты, как бы черное, не видно было, что он мельтешит. Я не знаю, что теперь еще, чтобы это убрать. Она бринкать будет. Она вот так
стукаться будет. Но тоже не дело. Вот. Тем более, если что-то резко надо быстро отсказать, так и под правую руку-то удобнее. В общем, всем не угодишь, ребята. Пишите в комментариях, как вам теперь без ламбрикенов или обратно их повесить. Я не знаю уже. Я опять же говорю, всем не угодишь. Кому-то так, не нравится, кому-то... В общем, ладно. Что-то тут Алиса проснулась. Ладно. Значит, шагаем. Сегодня в планах за Омск. У меня же трос порвался. Мне сказали, в общем, там заехать в магазин и там по безналу, в общем, купить трос надо. 50-тонный, то есть он гораздо шире будет. Наверное, он такой широкий будет. У меня-то поуже было. Он порвался, в общем, в Пензе-то на разгрузке меня там буксовал я. Он такой широкий будет, то есть ему здоровый, объемный. Бомбалюк его засунуть, так места уже не хватает, куда его класть. Еще бы один ящик повесить бы в этом на прицеп-то. Там еще, кстати, бы крюки наварить, чтобы цепи привешать на раму. Потому что уже в прицепе они мне надоели. Туда-сюда я их таскаю. Цепи, которые, ну, на колеса, которые одеваем. Эта сварка нужна, что-то такое придумать, чтобы наварить там. Ну, типа крюков таких повесить, приварить, чтобы на них уже цепь потом намотать, и все, она чтобы там висела. Что еще? Ну, вроде все. Сегодня за Омск, ближе к Новосибу подобраться. Думаю, может, в Новосибе, за Новосибом где-нибудь там ночевать. Ну, посмотрим. Дорога нормальная, сухая. Было солнечно вчера целый день, а сегодня что-то я смотрю, уже облачка появляются. Может быть, и снег будет. Ой, блин, что-то дорога испортилась, а. Ладно, все, едем. Так, ребята, в общем, подъезжаю к Омску. Снег уже успели укатать. И скользко. Зараза, меня швыряет туда-сюда по дороге. Скользко. Я что, легкий же. Тем более груз-то весь по всему кузову распределен. Ну, по ощущениям, я думаю, где-то 10-то есть. 10 тонн. На ведущую давит у меня, сейчас скажу, 7,5 показывает. 7,4, 7,5. В общем, сейчас будем останавливаться на стоянку. Буду ось поднимать. Поснимаю, покажу, вдруг, если кто не знает. Многие так делают. Дабы, если легкий идешь, чтобы утяжелить, давление больше сделать на ведущую ось. То есть у меня 4 оси, одна с ленивцем и 3 оси стандартно. На последней оси тоже ленивец, но он, блин, на последней. Вот. Я сейчас буду поднимать вторую ось. То бишь, если стандартный прицеп трехосный, то первую ось. А у меня вторая ось. Сейчас будем ее поднимать. Запомнил 7,5. Посмотрим, сколько после поднятия оси будет у нас давление. Самому интересно. Я еще этого не делал. Вот. Сейчас на стоянку заедем. Надо будет чистое место выбрать, чтобы не там, где все, знаете, обоссано ж бывает. Все. Поэтому надо выбрать сейчас. Вот на эту заедем. Что тут написано? Сыто накрыто. Сейчас где-нибудь почище найдем место. В общем, я купил краники. Сначала не знал, вот на прицепах-то разные же краники. Ой, как их? Ох ты, как скользко-то, блин, а. И эти... Господи, воздух-то подает, шланги разных диаметров у всех прицепов. У меня, короче, на 12 стоит. Я сначала на 10 купил, не знал какие. И потом сегодня купил Тушнолобова на 12 сразу. 2 штуки. Сейчас краники будем ставить на ведущую ось, пока не темно. Надо сейчас где-нибудь встать. Ну, фонарик есть, как бы, ну,
полчаса делов, наверное, часик. Сейчас ремни подготовим. Воздух весь выйдет. Сейчас шланги буду резать. Опа. Ну, где-нибудь здесь, наверное. Или, ну, в общем, в любом месте. Сейчас встанем. Сейчас надо переоденусь, штаны одену другие. Ой, что-то сильно я. Вот так вот все встанем. Ай, ладно, мы все равно ночевать не будем. Вот так пока встанем. Пойдет. Пока еще не стемнело сильно. Так, все, глушим, чтобы воздух выходил. Все, одеваемся. В общем, какой смысл, ребята? Я чуть-чуть наехал на доски. Ну, сколько было у меня на той оси, на той. Опускаем подушки. Зараза, тут я встал неровно. Вот. Ставим краник, разрезаем шланг подачи на эту, на подушку. Ставим краник, перекрываем, спускаем подушку, уйдет она сейчас у нас тоже полностью воздух. Уже, видите, тоже ушел. Ну, сейчас ждать до конца. И подвязываем. Ремни я уже приготовил, вон они лежат. И ставим подушку в транспортное положение. По идее, у нас должна эта ось висеть. Теоретически. И практически. Первый раз делаю это сам. Но должно прибавить. Так, что теперь? Ну все, теперь надо лезть туда. Резать шланги. Блин. Главное, чтобы все нормально было. Боюсь. Вдруг что-нибудь Вдруг что-нибудь напортачу. Вот это будет попадос. Ребята, привет. Встал перед Омском. Всем привет. В общем, я же легкий иду. 10 тонн у меня. Я записал уже для YouTube-то. Для Телеграма, думаю, сейчас тоже записать. В чем прикол? Значит, купил я краники. У меня же 4 оси. Это поднимается, это нет. Это нет. Последняя поднимается. Нахрена ее последнюю сделали, непонятно. Ее бы сюда поставить, я бы не парился. В общем, я купил краники. Сейчас покажу. Сейчас уже в транспортное поставил. Накачивается. Уже полегче залазить будет. А то тут крендец я ползком, блин. Ну, сейчас тоже, конечно, сейчас уже повыше. Сейчас залезу, покажу. Ой, плечо пролазит хоть. Смотрите. Смотрите, что я сделал. Ну, многие знают об этом. Я вот первый раз делаю. Видите, я краник поставил. Здесь и на той стороне. В чем смысл? Краник я перекрыл. Видите, подушка не накачивается. Те накачиваются, эти нет. Я опустил полностью подушку. Подушки на прицепе. Поставил дощечки, чтобы повыше было. Но зараза то, что неровно немножко. Под уклоном. Ну хотя бы. Опустил подушки, наехал на дощечки. Подвязал ось. Видите, вот здесь вот. Лишь бы крепко было. Вроде нормально. Теперь у нас ось висит. И, соответственно, давить будет больше на ведущую ось. Потому что 7,5 тонн я сейчас засек. И сейчас посмотрим, сколько у нас будет на ведущую ось после поднятия 4-осный. Теперь у меня уже 2-осный прицеп. 10 тонн где-то общий тоннаж. Поэтому сейчас гололед тут начался, зараза. Еду, меня швыряет. Думаю, надо поднимать ось. Заколебало. Еду, ловлю машину. Ну, сами понимаете, кто дальнобойщик, блин, когда налегке едешь. Вот так вот здесь, в этих краях, Омск, Новосиб.
А еще колея на трассе, когда меня выскакиваю из колеи, постоянно ловлю. Короче, неудобно. Вот таким вот макаром, кто вот в Якутию ездит, мужики знают, делают таким вот способом. Вот у кого ленивца нету, вот таким макаром поднимают. Еще есть цепи. Лучше самый вариант: цепи приварил, отрегулировал, опустил подушки, залез под прицеп не ремнями, чтобы, а цепь закинул. Все, и вылез там буквально делов-то 2 минуты. Чтобы с ремнями не возиться. Видите, у меня один был порват ремень короткий, я его увязал. А вот этот длинный сейчас, блин, тут запарюсь увязывать его. В общем, как-то так, ребята. Вот такой вот небольшой лайфхак. Кто ездит по северам, у кого ленивцев нет, вот таким макаром делают ленивец. В полях, как говорится. Видите, я тут... Все, ладно. Так, ребят, ну вот. Пакетиком закрыл, стяжкой стянул. Думал, блин, изолента, она на морозе рвется. Вова изоленту купил. Вот здесь и тут стянул. Ну, чтобы быстро не ржавела, да, трещотка. Тут бы так, для закрытия. Что-то здесь слабовато, что-то я узел здесь навязал. Ну ладно уже. Честно говоря, вроде пойдет. Ладно. Ну вот, собственно, вот таким макаром висит. Сейчас доски убираем. Так выдвигаемся и проверим. Позже включимся. Вроде натянут. Так, ребят, ну что, вот так и вышло. Раз ось поднята, вторая ось поднята. Теперь у меня только 2 оси. Вон, видите, сколько. Там и там. Нормально, да? Сейчас проверим, сколько давит. Что-то я уже посмотрел, вообще херня прибавила. Копейки, ё-моё. Так, а что это? Это противотуманки, что ли, горят? Интересно. Я не включал вроде. Так, ребят, ну что ж. Все, поехали. Кофе взял, семечки взял. Печеньки есть в дорогу. Выезжаем. По-хорошему, конечно, бы вставать на стоянку. И не... Как сказать... Не испытывать, не дергать судьбу за одно место. Но, блин, надо ехать, ребята. Тем более, ну, максимум, что я смог, я сделал. Поднял ось еще одну, да. Теперь мы едем на 2 осях. И как бы и давит нормально, да, при условии общего тоннажа. Как бы я вот сейчас даже еду, чувствую, что уже совсем по-другому. Прямо более... Более, как сказать, давит получше и увереннее за рулем. Так что вот, семечки есть. Едем, скорее всего, до Барабинска, либо до кафешки у камина. Там где-нибудь встанем. Так, с утра у меня пройдено... так, было 11800, сейчас 12300. 500 километров, и как раз сейчас там у камина 360, да, показывают. Я забил, по-моему, у камина. Поставил точку, да, у камина. Ну, как раз 500 плюс 300, 860 будет. Нормально. Вот. В целом пойдет. Так, ось поднял. Теперь что еще? Заправился. Ну, в принципе, все. Едем уже до Красноярска. В Красноярске дозаливаемся. Там сходим, помоемся. В душ сбегаем. И уже побежим дальше. Но это уже так, завтра, да? Так, нет, подожди. Это получается, если я в Барабинске ночевать... Это половина, да, это еще 300 до Новосиба, 500 до Красноярска. Ну вот 800, подожди. Какой? 300 до Новосиба, 200 до Кемерово же, да, по-моему? Это 500, еще 500 до Красноярска. Ну вот 1000. Ну тогда посмотрим, может быть тогда до Ачинска добежим. Вот. В Ачинске переночуем, тогда уже послезавтра поедем. И в Красноярске тоже тормознемся, помоемся тогда с утра.
И уже как бы на бодрячке поедем. Сейчас, наверное, Омская объездная, как обычно, там, наверное, скользко. Но вроде как посыпано, вроде не скользит. Газ даешь, вроде не проскальзывает нормально. Все, ладно, в добрый путь. Доброе утро. Если оно доброе, да. За бортом у нас минус 15. Решил пока на телефон записывать. Почитал комментарии, что жалоб много. И на ламбрикены, которых сейчас уже нету. И на звук на экшн камере, что плохой. Ну там же у нее влагозащита, поэтому, соответственно, звук приглушенный. Тут, естественно, уже... Ну и на экшн камере я не могу никак улучшить звук, какой есть. Поэтому, думаю, может быть, на телефон вернусь записывать. Просто стандартная ситуация, когда ничего не происходит, просто поболтать, так и записывать на телефон. А когда что-то происходит, просто совмещать это... Проблема в чем? Потому что экшн камера, вот в приложении на телефоне экшн камеры, там есть дата, число. А когда ты его переносишь на компьютер, там он просто рандомные цифры, буквы, название файла делает. И то есть непонятно ни дата, ни время. Очень неудобно, почему ее до сих пор не сделали, вот это вот. Не могу сказать. Поэтому как-то так. То есть это совмещать очень долго. Трудозатратно, в общем. Я в этом плане. При монтаже. Ладно, попробуем так. В общем, ночью в 4 утра я проснулся от холода. У меня автономка дует холодным воздухом. Таким, знаете, еле-еле теплым. Я быстро, зуб на зуб не попадаешь, как говорится, быстро оделся, завелся, сижу, жду. Выключил автономку, включаю, у нее снова вот эти ошибки. 2 раза моргает. Чего уж ей надо, этой планару этому, не знаю. Кстати, где вот ремонтировался, я не показывал, не записывал же ролик. В Телеграме-то я разместил. У ребят, которые делают, уж не знаю, как бы пообщался с этими автономщиками, кто они и устанавливают, они и продают. У них разные фирмы, и китайские в том числе. Я говорю, слушай, дружище, а подскажи, вот сейчас вот на данный момент, какая лучшая автономка? Он назвал, говорит, Планар, говорит, раньше, самарская эта компания, раньше была хорошая. Сейчас, говорит, испортились, качество упало. Плюс, говорит, сама по себе она дороже за счет имени, да, я так понимаю. Запчасти дорогие и качество хуже. Говорит, вот сейчас неплохие автономки челнинские. Что-то он как назвал? Сейчас вот не могу. По-моему, есть 2 там фирмы, что ли. Автотепло назвал и Аэрокомфорт. Вот он говорит, Аэрокомфорт неплохая. Она говорит, дешевле. Запчасти, если что-то сломалось, тоже дешевле. Качество лучше. Я серьезно? Да. Я, ладно. Так что, ребята, если что, вот имейте в виду. Планар что-то... Вот сами, которые ребята продают, ремонтируют, они что-то их не жалуют, планаровские. Почему, не знаю. Ну как вот, почему? Он обозначил, что и дороже, и качество хуже. Последние, которые идут. Раньше-то они, говорит, хорошие были. Так что вот как-то так. Сейчас я, главное, завелся, так думаю, ну, надо ехать. Что сидеть? Так двигатель не прогреется. В общем, проехал где-то километров 50. Двигатель прогрелся, думаю, надо поспать. Доспать. А то я 4 часа же поспал. В итоге не уснул, пошел покушал. И вот сейчас опять еду. Ну, я чувствую, что я ненадолго буду ехать.
согрелся более-менее. Сейчас вот плюс покушал. Сейчас меня в сон-то начнет опять клонить. Будем останавливаться. Поспать надо будет часик-два. Доспать, как говорится, время. Хотя бы часик. Более-менее нормально будет. Так что едем до Новосиба. Я так, в принципе, посмотрел. Где там автономка есть. Сайт у них есть. Сейчас позвоню. Утро будет. Так спрошу, где они находятся точно. По-моему, там была ремонт автономки на стоянке МТС. На объездной-то Новосиба. Сколько я помню. Еще в Йемане работал. Там же останавливался. По-моему, там есть. Ну, уточню еще, позвоню. Как-то так. И будем разбираться, что с автономкой. Заколебала она меня уже. Не очень приятно, когда ты просыпаешься от холода. Не радует. В общем, ладно, едем. Как-то так. Так, ребята, ну что ж, доброе утро. Местного-то уже, наверное, не утро, так. 11 часов. Где-то уже, наверное, минут 40-то еду. В общем, поспал. Так себе ощущения, честно говоря. Когда вот так вот разрываешь сон. Не туда и не сюда. Вспоминается работа на ревке. Там же тоже частенько ночные загрузки-выгрузки. В общем, шагаем дальше. В коем-то веке гололеда нет. Сухой асфальт. Но то, что я ось поднял, это тоже хорошо. В любом случае. Дальше это пригодится. В общем, состояние, нестояние. Поспал я сколько? Часик, может, полтора. Так, поехал дальше. Едем до Новосиба. Задал вопрос механику, что-то пока не отвечает. Что у нас там договор с кем-нибудь есть, чтобы по безналу оплачивать работу. Потому что у меня уже идей нету, что там может случиться. Она заколебала. Это автономка. Может, вообще поменять бы ее на другую. Было бы супер. Так, ну что ж, ладно, дальше едем, работаем, все хорошо. Сухой асфальт, солнышко, морозец, минус. Ну, было минус 15, сейчас минус 10. Хорошо. Посмотрим, что нас дальше там ждет. В комплексе располагается шиномонтаж АЗС. Находимся 6-й километр северного въезда напротив деревни Буньково. В общем, Новосиб. Сейчас заедем к этим автономщикам, узнаем. Мне самому уже интересно, что в этот раз-то с ней случилось. Может, насос сдох. Посмотрим сейчас, ладно. Ну, пока зеленым горит, но она сейчас потухнет. Подсос воздуха. Это раз. Подсос воздуха? В подаче топлива? Да, там не закреплено нихуя. Он все на продукты слал. Да. Из-за этого, что ли? Может быть. Сейчас будем смотреть. Ты, блин, а. Вот Альфа-скан, Уфа. Кто туда насос ставит? Это каким надо быть? Обычно ставят вот сюда, вот здесь вот ставят вместе, чтобы можно было доступ иметь. Так что странно. Но там он, сам насосик, он не твердо закреплен. Он вот так вот болтается. Скорее всего, разболталось просто.
Там насос, он, видишь, он не твердо закреплен, он, знаешь, он болтается. И, скорее всего, просто разболталось. Ай, бляха-муха. Сейчас проверили, вроде как насос. 6,8 миллилитров. Короче, он говорит, если он ломается, он может вот так топливо не качать, а вот так вот на месте. Как объяснил. Сейчас поставят новый, посмотрим. Запустится, не запустится. Блин, вчера лазил. Протереть надо. Грязный же вчера был. Под этим прицепом-то лазил. Посмотреть, кстати, как там нормально висит. Ну, вроде висит все. Не вижу, бляха-муха. Висит. С той стороны, сейчас посмотрю. Ладно. Ну все. Автономка заработала. В общем, смотрите, что я тут еще придумал. В общем, стоит тройник теперь, который теперь распределяет воздух. Но я уже потом по красоте сделаю как-нибудь, чтобы было. Тут, по-моему, перекрыто, что ли. Ага, во. Пошел воздух. Вот. А тройник, видно, не видно. Получается, он будет дуть сюда в ноги, если сидишь здесь. И будет дуть уже туда, в салон. У меня сейчас там бардак, конечно, ребят. Но вот она сейчас дует, я потом все по красоте сделаю. Но то, что изначально было здесь дуло, оно дуло вот сюда, в эту гофру, на ручник. Вот видите, вот сюда. И воздух плохо ходил по салону. А теперь у меня сейчас здесь выведено, она будет дуть, ну, лучше. Понимаете, да? И гораздо теплее у меня теперь будет в салоне. И это очень хорошо, я потому что давно об этом думал. Если что, вот, ребята, у кого вот такой тройник можно сделать. Все, заработала автономка. Пошел горячий воздух. Все, и теперь буду в тепле. Так что вот как-то так, небольшие апгрейды делаем машины. Все. Так. Ленивец висит, все нормально. Сейчас счет выставить надо, чтобы оплатили. Я поеду. Ребят, ну вот, смотрите, что вышло. Я потом этот укорочу. Надо будет посмотреть, ну, в действии, как, чего. Уже покумекать, сразу не буду резать, потому что, может, короче отрежу. Вот, ну, скорее всего, я где-то вот так отрежу. Тут я немножко уборку делал. В общем, где-то вот так отрежу, и она будет вот как раз сюда дуть. Потому что изначально вот это дуло, она вот сюда дула, зараза. И как-то вот здесь воздух застопорился, и, соответственно, холодно было в кабине. Сейчас у меня дует в эту сторону и дует в эту сторону, видите? То есть, если я где-то сижу за рулем, да, надо будет как-то продумать, видишь, она будет болтаться. Ну, как бы ничего страшного, но... Ну, подумаю, опять же, надо посмотреть, как все выйдет в действии. Проехаться, посмотреть, что с ней стало. Соответственно, я закрыл. У меня отсюда дует тепло. Здесь тепло. И будет в ту часть салона дуть. И как-то будет более равномерно распределяться тепло. Потому что, ну, вот здесь вот это ужас, конечно. Холодно, блин. Сейчас, надеюсь, будет уже получше. Вот такое вот небольшое, как сказать, такое небольшое улучшение. Посмотрим, как оно в действии будет. Вот. Пока не знаю, потому что сам первый раз это сделал. И там еще, кстати, есть, что самое главное. Ай, блин, сейчас. Подождите. Сюда сдвинуть. Тут есть регулировочные
Видите? Их можно перекрыть. Видите, перекрыл. Вот полностью. У них там есть, ну, 2 хода. Вот на ту сторону я открыл этот частично. То есть там заслонка вот так перекрыта. Вот так чуть-чуть открыто и вот так полностью. У меня вот на ту сторону вот так открыто чуть-чуть, по-моему. Вот я закрыл, открыл чуть-чуть и вот полностью. Ага. Да, вот все. Вот так пускай будет. А сюда я полностью открыл. Ох, жарко. В общем, как-то так вот. Вот такая вот приблуда вышла у меня. Посмотрим. Сегодня ночь покажет, как. Ну, я думаю, что гораздо теплее будет. Она будет в эту часть салона дуть. И уже не так сильно холодно будет. Вот, посмотрим. Так что ладно. Все, ждем оплату счета и будем ехать. Все, ребята, огонь! Огонь! Ну, смотрите, значит, час я где-то просидел здесь, пока платежку, пока оплатили счет. Могу что сказать? Огонь! Тепло теперь по кабине более лучше распространяется. И в правой стороне же там столик, считай, я там сижу же частенько за компьютером-то, ну, монтирую. А там, считай, все время холодно. Ноги, получается, надо поднимать, потому что пол холодный. А сейчас туда теперь воздух уходит, хоть теплее там. Вот я там еще не сидел, конечно, но так чувствуется, что гораздо лучше распределяется температура по кабине. Прямо что я рад, очень рад, что поехал в Ленинград. Блин, а что это у меня грязно здесь? А что это? Что это? Надо почистить. Вот, все, выдвигаемся. Я тут столько времени провел. Время потеряно просто мега много. Не знаю, теперь все поменялось. Не знаю, докуда я сегодня дойду. Ну, до Кемерово-то точно надо сегодня добежать, за Кемерово. Где-нибудь в районе Мариинска-то и будем ночевать. Чего ж поделать. Не виноват, как говорится, я, что задержка произошла. Ремонт был. Как бы все должны понимать. Вот, все тогда, ребята. Добрый путь. Летим. Все отлично. Сухой асфальт, гололеда нету. Огонь. Доброе утро, ребят, доброе. Ох. В общем, проснулся от того, что жарко теперь. Зараза. Что-то лежал, думал, надо еще раз, ну, поспать. Не могу уснуть, и все. Блин, думаю, ну надо-то ехать, что время терять. Попозже тогда встану, так посплю. В общем, распределение супер. Теперь вот здесь вот можно сидеть босиком. Тут постоянно холодно было, вода аж замерзала, ну, сильный мороз. Сейчас же кайф, ё-моё. Я вот босиком сижу сейчас, правда, не сильно холодно, минус 10. Ну, как бы все равно тепло. Шикарно. Ё-моё. Что так сразу нельзя было сделать, да? По-человечески. В общем, система эта, видите, холодильник мешает. Она как бы двигается же. Но вот до холодильника ее отрежу. И как бы все окей. И все отлично. Прям проснулся от того, что жарко. Вспотел. Сейчас уменьшил температуру, нормально дует. В общем, все шикарно. Наконец-то автономка работает. Половина кабины в тепле теперь. Вот это. Там тепло, здесь тепло. И как бы в общем, ну, в атмосфере кабины очень теплее стало. Прям чувствуется. И здесь теперь сидеть можно. Тут же столик. Считая, здесь монтирую ролики. А тут раньше как холод же. Вроде как сверху тепло. А вот здесь ногам холодно. Я вот так сидел. Потому что ноги мерзли. А сейчас, пожалуйста. Кайф. Так что как-то так. Очень-очень хорошо. Я доволен. Так что, ребят, рекомендую заморочиться. Вот так вот сделать.
Так, подожди. Давай мы с трубочки попьем. Я с этими чашками не заморачиваюсь. Проще с этими одноразовыми. Его раз 5-то можно использовать. Больше даже. Под кофе имеется в виду. Все. Собираемся в путь-дорогу. Поехали. Местного 4 утра я проснулся. Ну, только проснулся. Сейчас выезжаем. Так что время терять? Спать захочу, остановлюсь, посплю, блин. Сейчас пока лучше просыпаться от жары, чем от холода. Потому что я вчера проснулся, болел. Зуб на зуб не попадает. Тубак в кабине. Ну, представьте, автономка, когда выключается. В общем, как-то так, ладно. Все. Ребята, едем по Кемеровским горкам. Отлично, дорога сухая, снега нету. Прямо одно удовольствие, когда ты легкий едешь. Всех обгоняешь, на подъемах. Вот, а обратно, когда я ехал, так тут 9 часов-то простояли мы. Тут прямо снег валил так капитально. Ну, прямо тут снега, ну, чуть ли не по колено было. Ну, представьте, там, то есть, такие сугробы. Хоть КДМ-ки-то ходили, но дорога забита, считай, им не проехать толком. Вот, и не чищено было здесь. Очень много снега. Но я обратный рейс-то не записывал, поэтому так, для Телеграма я там коротенькие ролики делал. Кто подписан, они как бы в курсе. Приключения здесь были тоже достаточно весело. Давно я здесь не стоял. Года 2, наверное. 3. Что-то как-то постоянно нормально проезжал. А в этот раз постояли. Тут тоже бывает весело. Снегопад. Но опять же, снегопады разные же бывают. Бывает так легкий снег. А вот в этот раз он прямо капитально валил. Не переставая. Так что вот, ладно. Катим дальше. Сегодня в планах. Ну, что у нас? От Кемера до Красноярска 500. Правильно. В Красноярске тормознемся, в душ сходим. Ну и в планах, конечно, за Красноярск убежать туда, дальше. В Ачинске тормознемся. Надо воды купить. Я обычно пачками беру там по 6, сколько там пачек, да? Воды, минералки обычно. Ну там с газом, без газа. И как бы хорошая вода всегда же нужна. Вот сейчас в этот раз 2 возьму пачки сразу. 12 разных марок. Посмотрим. Там есть красно-белая есть и русский, как его, Разгуляйка. Там тоже вода есть. Ну, сеть тоже алкомаркетов, как бы, и там сигарет купить, дорогу, воды взять. Ну, там помимо алка, там же и другое же все продается. Что-то вот здесь участок километров 10 очень плохой дороги, в ямах. Аккуратнее здесь надо. Вот, ладно, все, едем. Ребят, ну что ж, шагаем. Только-только въехал в Красноярский край. В общем, скользковато, малеха. Сейчас посмотрел по прогнозу. Там, получается, с северо-запада на юго-восток идет. Прошел циклон, идет. Такой небольшой. И вот он, по идее, уже скоро должен пройти. Но вот вроде сейчас снег чуть-чуть идет легкий. И мы уже выскочим из него, он как бы южнее уйдет. Но снег-то на дороге все равно остается, его укатывают в лед. Поэтому сейчас малеха-то уже скользко. Сейчас пару раз ловил машину, блин. Датчик опасности сработал. Прямо сейчас он где-то на уровне
Ну, не знаю, уж 50%. Да легкий еще то, что вот что плохо. Швыряет по дороге. Еще колея вот там вот после Мариинска-то есть участок в лесу-то. А там колея такая сильная. Меня давай там швырять. Ох. Не очень комфортно. Вот так в целом идем. Аккуратненько, но идем. Боготол, Ачинск 87, Красноярск 253. Сейчас у нас перед Ачинском еще будет плохой участок дороги. Километров 30 там. Ну, после Боготола там. Вот, кстати, топ-лайн здесь открыли недавно. Сюда теперь можно тоже заезжать кофе брать. Что-то, конечно, здание какое-то там грустное. Они выкупили уже, какая-то была здесь заправка, я помню. Ну, такая, no name. Так, ну что ж, в принципе, все окей. За исключением малеха гололеда. Был бы я с 20-очкой, так попроще было бы. Вот именно легким в таких вот местах тяжело идти. Глаз да глаз нужен. Каштан. Да, вон в фарах блестит уже дорога. Ладно, позже включимся. В Ачинске тормознемся. Там еще, как я и говорил, надо воды набрать в дорогу. Ну, такой питьевой. Не в 5-литровках, я в 1,5-шках беру. Сразу упаковку. 2 упаковки возьмем. И нормально. Ильдаров же, блин, надо где-то в Сибири покупать. Тут подороже. А я давно хочу подушку поменять. Она у меня вся скаталась. И вот условно из такой превратилась, блин, в половину. Там пух весь скатался. Ну, в общем, короче, пора менять. 630 из бамбукового волокна. И наволочки сразу 2 штуки взял. 630 рублей. Ну и плюс наволочки. Я тут не спросил, сколько стоит. Давно уже надо было менять эту подушку, зараза. Хрень. Вот. Сейчас еще зайдем, воды возьмем. В дорогу. Сигарет. Сразу блок возьму. Там, потому что на востоке-то не всегда бывает сигареты. Сегодня спать буду. Ребята, проходим Ачинск. Все, закупился. Аж 2 упаковки взял Ханкуля. Воду. Нормальная, в принципе, вода. По 40 рублей, чем на заправках покупать там по 100 рублей, грубо говоря, если пить хочешь. Так лучше уж по 40 взять. Считай, там 6-12 бутылок. Нормально, надолго хватит. Сигарет взял, в общем, попить взял. Все, выдвигаемся дальше, едем до Красноярска. Ачинску привет огромный. Сейчас в Красноярске сбегаем, освежимся, душ. Обращаться. Город. 5 И... Телефон. Так, подожди. 8 953 594 57 69. И дальше побежим. Сегодня надо тоже, сколько я уже с утра прошел, я 3
350. Надо 800 сегодня сделать. Считай, как раз 500 будет до края. И там еще 300. Три сотни, короче. И будем вставать отдыхать. Ну как вам без ламбрикена? Вернулся я снова на телефон записывать из кабины. Пока ничего нету такого. Если что-то будет там, ну, перевалы, тогда да, кепка у меня он лежит наготове. Или сразу здесь кнопку нажал, записывать можно по ситуации. А так, я думаю, с телефона все привыкли уже к телефону. Там и звук лучше, и видео тоже неплохое. И звук как бы получше, слышно меня. Вот, так что в таких обычных ситуациях буду на телефон записывать. Сейчас ехал до, считай, с Мариинска, так снег же, скользковато было, тяжело. Сейчас вроде здесь посыпано, посмотрим, что у нас там за Ачинском. Ну, скорее всего, также будет скользко. После Красноярска тоже интересно, что там и как. Ладно, все, едем. Добрый путь. Все отлично. Ачинску привет. Туда вытаскивай прицеп, у тебя хвост уйдет сейчас. Что-то случилось, ребята, смотрите. Вперед, толкай, вперед, тяни, вот так руль выверни, у тебя хвост уйдет от меня. ДТП, он что, только что ли? Ни хрена себе его Чего стащил. пролез, давай. Ё-моё. Вот это пробка. На встречку прям вылетел. Вот столбик видит там, кто ближе всех стоит. Какой километр, хоть ментов вызову. А сейчас, парни, я вот на край еду, сейчас скажу, какой столбик увижу, скажу по рации. Я вот проехал 752. Тут же кто-то сзади, может по встречке. Освободим путь. Хера он там дорогу перегородил. Стоит, тут же переехать можно вперед. Ну, это там же развязка есть вроде. Может как-то по встречке начнем. Да можно, ну, блядь, сейчас не дай бог приедут гайцы и пиздец, все будет нахуй, кто поедет по встречке. Вот у меня столбик 753. Хера он проломил эту ограждение и этот. Машин не накопилось, получается, это только что произошло. Ну что-то я эту желтенькую машинку не видел. Значит, он впереди шел. И меня, зараза, едут, швыряет, зараза. Аккуратнее надо, Ильдар, аккуратнее. Сейчас, как всегда, КДМочки приедут, посыпят. Все тут будет зашибись. А заранее никто не сыпет. К сожалению. Ему бы назад сдать чуть-чуть, чтобы один ряд освободить. Че он стоит-то? Да? Или он заглох? Его, по идее, сзади тогда дернуть, да? Что-то я проехал, не спросил, что-то как-то неожиданно так бац, они тут нарисовали. Но это, видать, только что прям буквально передо мной. Сейчас догадается, попросит кого-нибудь. Если он заглох, не может завестись, то чтобы сзади его тросом дернуть, хотя бы, чтобы он, потому что он две полосы перекрыл, хотя бы одну освободить. Да и вообще его вытащить на свою полосу. Че он там стоит-то? Смысл? И так все понятно вроде как. И там даже гаишники, если приедут, и так все понятно, что заграждение, да, проломил. Нарисовать можно схему. Ну, не знаю. Я рассуждаю логически, да, что
чтобы движение не стопорить. Как-то так, ребята. Ладно, едем аккуратно. Сами видели ДТП. Буквально вот передо мной случилось. Машин потому что мало скопилось. Так что аккуратнее, ребята. Аккуратнее. Не летим. Хотя вот я что-то еду, вот 80. Что-то разогнался. Ладно, поехали. Так, ну, ребята, ну что, у нас Красноярск. Сейчас зальемся на Газпроме. Где-то полбака у меня показывает, но он чуть-чуть привирает. Сейчас зальем, посмотрим, сколько до полного будет. Я-то заправлялся в Крутинке же на Уют-парке. Считай, вот до этого добежал. Сейчас посмотрим и поделю я. Посмотрю, сколько расход-то был. О, ни хрена. Что это у него с колесом? Хрена. Что она такой, что у него вывернула? Так, ладно. Пошли. Ну что ж, Канск, господи, Красноярск пройден. Сейчас посмотрел прогноз, зараза, снег, всю дорогу. До самого вечера. Сейчас сижу, еду и думаю, а стоит ли мне сейчас вообще стараться за Канск убежать. Я думаю, добежать бы до Канска и там вставать. Как раз уже скоро темнеть начнет. Рисковать не будем, наверное. Потому что возле Красноярска так посыпано, еще более-менее ехать. А дальше кто его знает. Может быть, будет скользко. Так что, наверное, все-таки до Канска побежим. Мало сегодня пройдем, но что поделать, рисковать не будем лишний раз. Потому как я легкий иду. Был бы потяжелее, еще окей, ладно. Как-то можно было переиграть. Что-то камер тут много. Так что снег-то идет. Он такой не густой, но и не слабый. Вот такой вот среднее что-то идет. Видно. Видно ли на камеру, не знаю. Еще там вот легковые что-то не едут. В газельку уперлись и все, и не обгоняют. Так, ладно, ребята, катим дальше. Скорее всего, я сегодня до Канска побегу. Не буду я дальше ехать по темноте, по гололеду. Ну его нафиг. Рисковать лишний раз, правильно? Опасно. Буду новую подушку пробовать. Как на ней спится. Сейчас как приеду в Канск. И баньки покушаю, и баньки. Вот, а завтра с утречка выедем. Поедем. Нормально. Поехали. В общем, ребята, дорога так себе. Все медленно идут. Сейчас вот одного обогнал, трала, не габарита. Сейчас бы еще одного обойти. Машин собралась куча. Скользко. А тут на асфальте еще колея. Меня швыряет туда-сюда. Блин. Одно место сжимается. Датчик опасности зашкаливает. И тебе. В общем, блин, вообще жопка жопная. Аккуратнее все едем. Блин. Тормозишь, не тормозится, бляха-муха. Еще колея эта зараза на асфальте прямо вообще выбешивает. Так что вот, ребята, еду я до Канска. Доехать бы еще до этого Канска без приключений. Подумаю, еще дальше дорожки нет. 100 километров где-то еще до Канска.
Как-то так, в общем, ладно.